Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с большим удовольствием после затяжного перерыва летних отпусков приветствуем вас на исторической площадке штаба татар, где сегодня, сейчас состоится торжественное, расширенное заседание Координационного совета Национального конгресса татар. У нас с вами несколько вопросов в повестке дня этого вечера. Один из основных вопросов, по которому мы хотели бы посоветоваться с вами и услышать от вас мнение, предложения и идеи, это предстоящий 25-летний юбилей штаба татар Москвы. Если вы помните, в далекие 90-е годы в Москве силами бывшего руководителя советского Татарстана Фикрята Табеева была создана очень мощная организация, которая называется Объединение общественных деятелей татарского народа, клуб деловых людей ДЛ-16. И вот из этой организации проросло много правильных, национально ориентированных команд, которые впоследствии смогли в большом, огромном столичном конгломерате организовать национальную работу по сохранению и развитию языка, традиций, культуры. А вы знаете, что это крайне сложно сделать в условиях мегаполиса. Как мы уже неоднократно говорили, легко быть татарином в Татарстане, легко быть башкиром в Башкортостане. А попробуйте сохранить свое национальное лицо, свой язык, соблюдать свои традиции в таком мегаполисе, как Москва. Где можно это использовать? С кем можно говорить на своем языке? В транспорте, в магазинах, на работе? Конечно, нет. И возможностью сохранения всего вот этого, что позволяет вам называться татарами, башкирами, кумыками и так далее, это те коллективы и те площадки, где вы встречаете таких же, как вы. И вот такие площадки были организованы в Москве, и выросли они из ДЛ-16. Самый первый, самый массовой, масштабной и уже теперь, сегодня, легендарной площадкой стал штаб татар Москвы. Ему будет 25 лет, 13 октября. Через 1,5 месяца. И нам хотелось бы услышать ваши идеи, ваши предложения о том, каким образом мы могли бы организовать этот юбилей. Понятно, что своим собственным форматом, в теплой, уютной компании единомышленников мы можем встретиться всегда и в любой момент. Но нам нужна отдача. Нам надо, чтобы об этом вспомнили и заговорили как можно большее количество людей в разных регионах России. Поэтому давайте подумаем вместе, какие мероприятия, акции, программы, все что угодно мы могли бы организовать и провести в преддверии, накануне, в сам юбилей, после него. Вы понимаете, что юбилейная дата, она очень широкая. Это вот не значит, что именно 13 октября. И до месяц, и после месяца, это вот все в период юбилейных мероприятий. Давайте вместе подумаем, как сделать так, чтобы штаб прозвучал очень громко. Это первый вопрос повестки дня. А приоритетный вопрос повестки дня тоже юбилей. Юбилей человека, благодаря которому все, что я сказал до этого, состоялось. Который, не жалея собственных сил, не экономя собственных ресурсов, будучи настоящим патриотом татарской нации и даже шире тюркских народов в целом, организует это и проводит это практически всю свою сознательную жизнь. Она началась, как у многих из нас, с комсомола. Пионерская организация, это мы не считаем. Комсомол уже как бы такой взрослый, осмысленный, возраст. Причем в его случае комсомол был на профессиональной основе.
Он был одним из руководителей комсомольской организации мощного в советские времена предприятия Нижнекамскнефтехим. Вот. Ну и впоследствии, зарядившись вот этой комсомольской энергетикой, став фактически уже даже с самого начала своих юных лет патриотом татарской нации, он продолжил эту деятельность всю свою жизнь. Грубо посчитали, что это порядка 30 лет, но на самом деле, вот, наверное, все-таки это была вся сознательная жизнь, если брать еще и советский период. Так вот, этому замечательному, я бы даже сказал, легендарному человеку, когда говорят про Москву, когда говорят про московских татар, кого в первую очередь вспоминают? Конечно же, тот, который сегодня находится здесь. Он сидит за нашим столом. На днях ему исполнилась красивая цифра 60 лет. Это всеми нами уважаемый, почитаемый Рустем Файзович Ямалеев. Все держится на энтузиастах, все держится на людях, которые берут на себя и не боятся этого, берут на себя ответственность, организуют вокруг себя других людей, зажигают их идеями, поддают им свою энергетику и вместе с ними двигаются вперед. И делают это из года в год, из десятилетия в десятилетие. Это какие нужны силы и какая нужна вера и убежденность в правоту своих действий. Это очень мощные люди, и таких людей единицы. И все мы, вот я уверен, вы со мной согласитесь, счастливы, что имеем возможность быть знакомыми с одним из таких людей. И еще раз, все вместе, а потом каждый будет иметь такую счастливую возможность. Поздравляем с юбилеем! Kirken indeni halitayım Tukma kuru para veres kuyu kuladitayım Hayime gülgülme matır batır gülgülme Matır batır değilde kumyelasa gülgülme Matır batır değilde kumyelasa gülgülme Kavdara arkan kavdar bora yarkan İki kişi bir yerim uyuyanım kalırtan Hayime gülgülme Matır batır gülgülme Matır batır değilde kumyelasa gülgülme Matır batır değilde kumyelasa gülgülme Hürmetli bizim dostumuz, bizim dostlarımız. Sizi bugün Aktirme Başkort Folklor Türkümü kaynar kotlay sizin bayramınız bilen, zor bayramınız bilen hem sizge yır mungdarımızı bulaktirge ruhsat etiniz. Rahmet. Bravo! Bravo! Молодцы! Her bir yerden padana Başkortistan kızları Her bir yerden padana Başkortistan kızları
ya Kudayım Akbahimli odum bulur birgendir ya Kudayım Tutulur tatayım dayım Tutulur tatayım dayım Hatta tutulur tatayım dayım Bravo. Волшебный ансамбль «Актимед». Все, пожалуйста, обнимите все. Спасибо вам за этот мощный заряд, который поднял всем нам настроение. Рустам Фаидович, он руководитель организации, как уже было сказано. Много хороших дел сделано. И еще будет много, еще больше сделано. И он, естественно, будет подписывать важные документы, следами которых станут важные мероприятия и так далее. Поэтому вот в этой вот шкатулке серебряная ручка, с помощью которой он будет подписывать постановления, решения и так далее, следом которых станет укрепление дружбы между народами, а также сохранение нашей культуры. Я открывать не буду, чтобы времени тратить, потому что дали всего 30 минут. Вы понимаете? Следующее. Значит, в любом деле должна быть перспектива. Перспектива мероприятия, а также предстоящие наиболее важные события. Вы знаете, вот каждый элемент несет смысл. По спецзаказу сделана вот такая кружка с видами, красивыми видами города Дубна Московской области. Как вы думаете, почему? Потому что вы оттуда, да? Не только. Потому что в следующем году в городе Дубне состоится Сабантуй, я читала. Отлично. И Рустам Фаидович, он в течение года будет пить чай из этой кружки и будет помнить, что впереди Сабантуй. Hürmetli Rüstem Fayizovich, sizni tuğan gününüz, yubileyiniz bilen çın köngülden kutlayız. Barbızның isiminden de sizge bugün mene şiiri yollar yazdım. Kutlu bulsun Rüstem yubileyin, şatlık balkıp tırsın yüzünde. Iştap tatar için sin kadirli, rahmet sina barsı içinde. Allah Rabbim ılalasın sine. Sin bulduklı, sabır, düzümlü. Her birimiz için ılı canlı, merhametli, izge küngüllü. Bugünkü günün hatiresi küngüllerde kalsın uyulup. Tebrikli biz seni çın küngülden, barbız da birge jıyılıp. Alda seni barı bəxit gitsin. Şatlık bilen yaşa dünyada. Tırmışыбыз senin bilen yemli, zor uңышlar сиңа tagında. Жер yüzünün bütün maturlığın сиңа bugün bülek itəbiz. En kadirli, en izgi sözlerinin en jılısın сиңа әйтәбіз. Tən sihəti barsız birsin сиңа Allah, kübrək itib dini baylıqны, iman nuru bilen balkıp тұрған, İgilikli, tыныç, kartlıkna. Dost tuğanlar her çak tatu bulsun. Штаб tatar мәңге balkıp tırsın. Amin. İstelikli şuşu hatireler, vakivalar gelecekке miras bulup kalsın. Kitabım Dırışpa Sıya Dünya. Bu штаб tatarga istelikli. Eğer mümkün olsa men sizden dualarım. Kadirli Rüstem Efendi, ihlas көңілден құтлайым сізні юбилейіңіз білән. Сізге һәм ғаиләңізгә Allah sağlık, selametlik, бәхет берсін. Һәм тагын да күбрәк көч берсін милләтебезгә хезмәт итәргә. Бу сүзләр белән тамамладым. Калганын үзегез укырсыз, монда язылган. Я просто хочу пояснить присутствующим, чем занимается главный смысл существования штаба татар. В моем понимании. Эта организация, она, пожалуй, единственная в Москве, которая может передать эстафету татарского национального движения, московских татар, нашей молодежи.
главная функция штаба именно в этом и заключается. Чтобы мы здесь вот разные национальности люди, да, и не очень-то, говорим по-русски. Нам приходится говорить по-русски, даже когда татары собираются. Сохранить наш язык будет нам очень трудно, но мы постараемся. И на этом пути вот Рустам Афанди делает большое дело, вот собирая молодежь, неформально собирая молодежь. Ну, хочется пожелать ему успехов в этом, ну и здоровья. Я мог бы много сказать, но раз 3 минуты, так закончу. Мен сезне чын күңелдән, ашык йөрәктән бүгенге менә 60 яшьлек юбилейгә котласым килә. Үзегезгә зур уңышлар, нык кына сәламәтлек, сез менә бик зур эш алып барасыз. Бездә барыбыз да зур йортлар бар. Әмма ләкин һәр кеше йортында мондый ихтирамны, җыелышлар, иҗтимагый сәясәтләр менә уздыра алмый. Сезнең кебекләр менә бик сирәк була. Сезнең кебекләр 100 елга бер туа. Дисәм дә ярый, шулай дисәм дә ярый. Уважаемые господа, мне очень хочется поздравить сегодня Рустама Фаисовича с юбилеем. 60 лет – это такой возраст, когда человека много вспоминается, что прошло, делает для себя отчет в жизни. Но Рустам Фаисович может похвалиться, он сделал большую лепту в истории татар, московских татар и всего тюркоязычного мира, который проживает вот в Москве. Знаете, у нас у всех есть большие квартиры, там дома, но не каждый это делает у себя дома. А так, чтобы в центре Москвы собирать все вот тюркоязычные народы, по возможности все приходят сюда, и здесь находят огонек тепла тюркоязычной культуры, это очень важно в таком полисе. Желаю вам большого, крепкого здоровья, успехов всегда и во всем. И пусть всегда вам сопутствует удача. Спасибо. 40 лет я знаю этого замечательного, молодого, духом, телом и душой человека, который слева от меня стоит, Рустем Фаизович. Когда еще он был студентом КХДИ, был такой, и сейчас есть замечательный казанский вуз, где полезных для нашего советского, российского и татарского общества выпускают людей. Как выяснилось, выпускник КХДИ Рустем Фаизович Эмалиев оказался очень полезным обществу. Может, он не стал вторым Бутлеровым, но он стал очень значимой и знаковой фигурой в нашей московской среде обитания татар. Очень хорошо аплодирует со стороны и говорит: да-да, молодец. А вот взять в свои руки, поднять большое дело, взять его в руки своих старших, умудренных жизненным опытом товарищей и двигать его дальше, расширять, это очень сложно, это очень трудно, и это замечательно удается Рустему Фаизовичу. Панигириков, поздравлений будет очень много. Я скажу, я вас тоже, Рустем Фаизович, поздравляю. За 40 лет нашей, дружба, сказать, это очень ответственно. Общение с Рустемом Фаизовичем, у меня ни разу не было ни одного повода его хоть в чем-то упрекнуть. Это на самом деле с годами люди меняются, кто-то превращается в негодяя, кто-то становится человеком, на которого возлагались надежды, но человек не смог эти надежды оправдать. Рустем Фаизович, он всегда добр, скромен и, не боюсь этого слова, умен. В чем для меня ум человека? Это возможность с юмором относиться ко всему и в каждую фразу добавить немного яркого, запоминающегося юмора. Юмор в изречении – это на самом деле свойство ума. Этим свойством Рустем Фаизович обладает. Но я хочу сказать о том, о чем мало кто может сказать. Я заканчиваю уже свое недолгое выступление. Как у любой яркой личности, знаковой, как у любого локомотива, как у любого самолета летящего, всегда найдутся в засаде какие-то люди с ПЗРК, люди, диверсанты, которые будут взрывать полотно рельс, по которой несется паровоз. И такие люди, что скрывать, есть. Врагами назвать сложно, недруги, так скажем. Вот к недругам Рустем Фаизович относится не как палач, сжечь, уничтожить. Он к ним относится
с улыбкой и с юмором. Он понимает, что дело его правильное, и никакие потуги врагов, потуги недругов не остановят его дело. И я желаю, чтобы вы двигались дальше, невзирая ни на что, Рустем Фаизович, чтобы все вами задуманное удавалось. С каждым юбилеем люди волосами все белее, а Рустем Фаизович чернее. Завидую. Я попрошу вас задержаться. От лица казахов в моем лице, да, я хочу вас поблагодарить, что у вас всегда тепло, душевно, приятно, что вы нас всех объединяете, вдохновляете, поддерживаете. Вот. Очень вам благодарны. Спасибо вам большое за ваш вклад в объединение тюрков Москвы. Рустам Фаизович, дорогой, от всей души поздравляю с днем рождения. Вы действительно своей деятельностью вносите такой, оценить этот вклад, переоценить невозможно, в дело единства татар Москвы и всех тюрков Москвы. Поэтому я от всей души желаю на этом пути только успеха, и чтобы этот успех легче он достигался, здоровья, удачи и как быстрее, выше, сильнее. Куват болсын, саулык yorayman, куват yorayman, güç yorayman sizге. Мы делаем вам наш коллективный памятный подарок. Это серебряные часы от ювелирного дома «Соколов» с памятной гравированной надписью в честь вашего 60-летия. С юбилеем! Уважаемый Рустем Фаизович, уважаемые гости, друзья, я со своей стороны присоединяюсь к тем теплым словам, которые сказаны Рустему Фаизовичу. От себя хочу лично сказать, что поздравляю с датой 6-0 и желаю Рустему Фаизовичу прежде всего здоровья, счастья, семейного, материального благополучия, огромное количество друзей. Почему? Потому что друзья — это именно те люди, которые будут с нами в любой ситуации, которые не предадут, и те, которые поддержат всегда. Меня зовут Александр. Почему я в Национальном конгрессе татар? Кроме славянской крови в моих жилах течет кровь такого вот известного татарского человека, как Малют Искуратова, который известен прежде всего беззаветной своей службой царю. Я со своей стороны готов, так скажем, нести свою лепту в тех проектах и тех делах, которые делает Рустем Фаизович, и идти с ним до конца в любой ситуации. Вот. Поэтому, Рустем Фаизович, эти слова от сердца, от души, и я вас уважаю, люблю и готов всегда быть с вами. И в трудную минуту мой телефон у вас есть, пожалуйста, позвоните, я всегда буду рядом с вами. К сожалению, у меня татарской крови нету, но русские, Есть. Русские татары всегда были братскими, дружественными народами. И в связи с этим я бы хотел подарить Рустему Фаизовичу картину в стиле Art Science Biotech, где изображены белки человека в форме мишки, как раз в знак дружбы между нашими народами, и пожелать прежде всего вам здоровья, счастья и того, чтобы вас всегда окружали близкие люди.
А также мы хотели бы вас пригласить на радиопередачу нашего холдинга, чтобы вы рассказали всем гостям столицы, жителям столицы о вашем прекрасном объединении и пожелать вам долгих лет жизни. Спасибо. Уважаемый Рустем Фаизович, да, вот мы были в Казани у Рауфа Абы, он передал книгу вам, книгу. Рауф Абы — это главный среди старейшин Республики Татарстан, да, поэтому я передаю искреннее его пожелание здоровью. Это первый том, у него будет и второй, и третий, он тоже вам это передаст через нас, либо сам. Пожалуйста. Спасибо. Второе. Так как я являюсь членом оргкомитета столицы СССР, вот от нас тоже такая вот грамота, где мы четко пишем и говорим о том, что мы взаимодействуем, у нас есть договор, у нас есть взаимодействие на всех фронтах, мы помогаем друг другу. И самое главное, мы понимаем, что те принципы и те позиции, которые были в СССР, они сейчас востребованы как никогда. Прошу. Спасибо. И от Павла Сергеевича, вот, и мы, да, мы это вручили вам, это небольшой тоже, скажем, золотой сувенир, там опознавательный знак «свой-чужой». Имейте в виду, да. Поэтому, представляете, это свой. Бәхетлек, тауфик, сезге бик жон, шираттан, йөрәктән, һавадан, исән булыгыз. Спасибо. Спасибо. Да, Рустам Фаизович, поздравляю с юбилеем. Также, чтобы татары, все молодежь как бы поддерживали, как бы тоже 16 лет я приехал в Пензу, начал как бы Москва, теперь как бы вам тоже помогаем, всегда сотрудничаем, как бы всегда Алга, чтобы так же, как я, молодежь, приходили и поддерживали, чтобы питали наши всех меня, вас, как бы всех как бы передавалось, чтобы у нас же, например, и другие города, ребята, аксакалы, как говорится, учите молодежь, чтобы потом они помогали. А то держите свои места некоторые, а молодежь нельзя подпускать молодежь, чтобы они шли вперед и поддерживали всех старших. Рустам Фаизович, юбилеев, чтобы как мы всегда поддерживаем. Спасибо. Наверное, один из самых мощных наших партнеров — это Ассоциация предпринимателей Алтын-Тамга. Благодарственное письмо. Уважаемый Рустем Фаизович, от имени Ассоциации тюркских предпринимателей Алтын-Тамга я от себя лично поздравляю вас с юбилеем 60 лет. Искренне благодарим вас за поддержку предпринимателей Евразийского мира, за продвижение самобытной культуры и традиций тюркских народов. Уверен, что ваша деятельность и инициативность служит интересам развития и продвижения традиций тюркской культуры. Желаю вам успешной реализации планов, крепкого здоровья, счастья вам в вашей семье. Шайх Байрамов, президент ассоциации. Наш бренд «Тюркстиль» — это, собственно, моя разработка, да. И вот такой подарок. Шапка написано «Тюрк». Да, древний тюркский. А? Да, да, на руническом это тюркский мир. Я сама из Якутии, а каждый якут всегда привозит, куда приходят гости, они всегда с собой носят рыбу. Рыба, она прямо из Колымы, потому что я в 90-х годах жила на Колыме. Это поселок Чешский, он военный городок был. И мы оттуда привозили прямо на самолете вот рыбу сушеную и бивни мамонта. Я вам дарила вот из кости такую фигурку красивую. Она будет обозначать, что вы прямо как голубь мира. Вокруг себя собираете разные национальности, разных людей, разных профессий. И все, что вот даже вот ваша галерея такая богатая разными картинами. И все это пускай будет каждый раз
изобилие, пускай вас сопровождает. И я вот сейчас хочу на якутском языке, алгыс якутский немножко говорю, потому что сегодня прозвучало и башкирский язык, и татарский язык. Только якутского нету, но у нас язык очень похожий. Я немножко поняла то, что сказали, да? Башкиры то, что сказали. Да. То, что башкиры. Мин, Тюрген, это одни и те же. Бири, Кири, Стёт, Бесалта, да, это тоже наши вот одинаковые числительные. Корни. Ситтен силихин ситери болун, каллан, тултулгун, толару болун, үйнүнен солланын, сайдынан артынын, Ağız ayakların arkastasınlar, sette yıksitlerin egerdestinler. Dom, dom, dom. Aziz Rüstem Fayzoğlu, sizi Moskva rayonunda yaşayan bütün azcanların adından 60 illik yubileyinizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə sağlam can və xoş günlər arzulayıram. Дорогой Рустам Файзович, вот что значит для меня штаб-татар? Я не буду говорить со своими словами, это долго. Времени очень мало, все хотят говорить. У нас есть такой Анар Гасанов, мы пригласили его, он как-то здесь выступал и всем понравился. Журналист-политолог, доцент РУДН. Он говорит, на следующий день мне звонит, говорит, Иршан, я бываю во многих местах. Действительно, его приглашают все центральные каналы, российские, я имею в виду. Говорит, такое место, я впервые попал в такое место. Такая непринужденная обстановка. Всем всегда и здесь хорошо. Всегда всем хорошо. Это, я ему сказал, что это заслуга одного человека. Конечно, он не один, у него есть команда, единомышленники. Но это человек, который жертвует свое здоровье, время золотую, я не знаю, все, энергию, безусловно, положительную, чтобы объединить не только татарцев, татарстанцев, которые проживают в московском регионе, но всех тюркских народов. За это спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы много, за то, что делаете. И здесь, безусловно, мы все азербайджанцы не сомневаемся, что вы видный человек, но здесь военный профессиональный бинокль, чтобы вы еще дальше видели. И от нашей организации я молю Рустема Файзовича за активную жизненную позицию, за истинно патриотическое и трепетное отношение к татарскому языку, культуре, традициям и обычаям, за титанический труд по сплочению всех тюркских народов Московского региона и России, а также с взятием высокой вершины юбилеем 60 лет. Желаю не снижать планку вашей благородной общественной деятельности, доброго здравия, долгих лет жизни. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое. Валентин, сюда вам. Спасибо. Слово предоставляется нашему уважаемому, большому, старинному другу Ахмеду Абулову. Уважаемые друзья, я многих здесь на лицо знаю. Говорю спасибо всем, кто пришел на торжество 60-летнего юбилея нашего уважаемого, этого гениального человека. Я тоже пару слов хочу на азербайджанском, тюркском говорить, но я пишу афоризмы и на азербайджанском, и на русском. Я два афоризма озвучу. Ləyaqətdən qeyrət doğar, qeyrətdən hünər, hünər zəfərə aparar. Достоинство рождает храбрость и смелость. Храбрость, смелость двигает человека к подвигу, а подвиг двигает человека к торжеству личности. Вы именно заслужили то торжество, которое сегодня отмечается и даже не среди только тех, кто здесь присутствует, в душах, сердцах многих людей. Я знаю, про вас знают все азербайджанские общины в России, потому что где кто бывает, и все рассказывают о вас, о вашем вот таком, скажем, неимоверном труде, о вашем несметном, скажем,
растрате личных средств. Это мы все видим, знаем. Вы создали такой уют. Вы создали такую ауру среди тюркских народов. Вы создали такую ауру среди тюркских и славянских народов. Создаете вот монолитную дружбу. Вы служите укреплению этого государства. Потому что государство в первую очередь держится на моральных основах. Вы создаете эти основы, давно уже как бы стремящиеся к разрушению. Но тут мои дорогие азербайджанцы, вот представители Московского региона, этого национально-культурного общества, но я про вас рассказывал, я ни в какой организации не состою, но бываю приглашенным. Но есть еще федеральная национальная культурная автономия, есть его председатель, президент Канаулан Алиев, он тоже отправил вам поздравления и грамоту и просил вам передать, я это выполняю только его просьбу. Это вам грамота, да. Это медаль. Да. Еще я хочу от своего имени, вы царь этого настроения. Настроение, вот, движущееся к дружбе, монолитной дружбе на этнических корнях. Вы не даете рассыпаться тюркским народом на территории России и всего там бывшего советского пространства. Но вы царь, поэтому я вам решил сегодня дарить царскую монету. Да. Меня в детском саду царем называли. Все повторяется. Я не ошибся. Я и пару слов еще скажу. Потому что я на Новый год одевался. Да. Есть вот в народе там разные, да, скажем, поговорки ходят, но иногда есть поговорки, не касаются людей там с высокими, скажем, ценностями. Да. Вот, допустим, говорят, каждый судит по мере своей испорченности. Я это слово не одобряю. Это поговорка для каких-то мелких, низких людей. Я сужу, смотрю на все происходящее, на людей с высоты своей личности. Я всем говорю, что достаточно того, чтобы на все смотреть с высоты вашей личности. С высоты вашей личности. Жизнь русло, а мы селевый поток, течем со скоростью непокорной нам. Кто с доблестью, с честью утек, кто предпочел позор и срам. Вы выбрали доблесть и честь. Вам слава. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. От всей души поздравляю с днем рождения, юбилей. Это, во-первых, дожить до этого возраста круто, здорово, с такой энергией. Как представитель врача, представитель клуба «Гиппократ», желаю только крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы вам все поможем, поддержим. От имени папы Шайрахимовича Агеева, реально, то есть комсомол – это реально наше все. Я могу честно сказать, я ребенок комсомола, я жизнь прожила в комсомоле с детства. Табиев – это, реально друг отца. И как это все начиналось, я видела. Это правда, ребят. Вот я даже ребята говорю, вот вы такие крутые, нам бы всем быть такими, как вы. Нам, нашим детям. Мой сын здесь был, старший сын, то есть 4 детей, старший сын был здесь, в клубе «Татар». Познакомился с девочкой, подружился, еще с одной познакомился, еще подружился. Но я хочу сказать, что вот эта связь поколений, слушайте, это так классно. Вам огромное спасибо за эту связь поколений. Мы же все молоды глазами, мы все молоды душой. Я желаю вам оставаться таким же молодым глазами всегда, но отдавать свой опыт нам всем остальным, и нашим детям, и внукам, и долгих лет жизни. Спасибо. От души поздравляю.
почему я веселый такой? А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебный голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только